Вот кто-то вчера ночью распилил вековое дерево полностью вокруг. Это видео молниеносно распространилось среди пользователей социальных сетей. На кадрах отчетливо видны порезы от бензопилы на стволе кавказской липы, растущей на поляне в селе Лыхна. Случившееся вызвало гнев, негодование и возмущение жителей республики. С самого утра на исторической поляне Лыхнашта собирались люди. Они были крайне обеспокоены произошедшим. Это липа – священный символ Абхазии, а поляна Лыхнашта – место, где принимались важные решения в истории абхазского народа. Первыми порезы на липе обнаружили местные конники, которые проводили на территории тренировку. Вчера в районе 4 часов я с Сухуми ехал сюда домой. И позвонили мне ребята, конники. Ребята занимаются, у нас спортивная школа есть. Они заметили, что дерево по кругу порезано. Ну, естественно, приехал сразу, посмотрел ситуацию. Действительно, дерево, 90% дерева порезано, просто стоит. Астамур Бганба подчеркнул, что вечером 5 апреля, где-то между 8 и 9 часами, местные жители слышали звук работающей бензопилы. Однако никто и представить не мог, что кто-то может пилить это дерево. Именно в этот отрезок времени на территории отсутствовал и охранник. В этот день с утра у нас тоже рабочие работали, тоже косили, пилили. Они подумали, что они 5 часов ушли. Ну, пилят, подумали, что рабочие, там освещение есть, подумали, что пилят. И никто внимание такое не решился сюда прийти посмотреть. Я думаю, все они вычислили. Сторож, когда ушел, сторож к 7 часам где-то ворота закрыл и домой пошел там. Диаметр липы составляет более 5 метров, длина окружности ствола 6,3 метра. Экологи и лесничие рассмотрели возможность спасения поврежденной кавказской липы. Глубина повреждений дерева от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила. Только как гражданин, выходец из села Лыхна, я как гражданин Абхазии, для меня это было, когда я узнал катастрофу. Вот сейчас я с вами разговариваю, у меня слезы наворачиваются. Это историческая территория, место историческое. И дерево это историческое значение имеет. Здесь исторически судьбы Абхазии, народ Абхазии, когда собирался, под этим деревом решали. Она помнит, наверное, Килышбея нашего, и Нестора Лакоба, и Владислава. Мне тяжело это говорить. Я что-то родное потерял. Я вот специалист лесного хозяйства, лесовод. Здесь с экологами мы все решали, как быть, сохранить. Надежды, как говорится, умирает последней. Что-то мы к какому-то решению пришли, но это 99% это провально. А какое решение? Другое решение, вот сейчас, и так это дерево полностью срезано. Вот я лично предложил, она дупло имеет, диаметр где-то метр с лишним, внизу, вот внутри раскопать, такое же дерево, такой же породы, привезти, посадить. И она получится там 2 в 1. Вот исторический корень останется и молодое растение. Собравшиеся назвали акт вандализма бесчеловечным и выразили надежду на то, что виновник понесет заслуженное наказание. يقصص دخطوه يحزدرهم مكانه هاي برد جلوزر يحزدرهم مكانه أخبرزك يلقى خاب عمي يقلب حق رجنا حقه. С самого утра на месте происшествия работали и сотрудники СГБ, МВД и прокуратуры. В данное время есть оперативный материал. Значит, опрошены все жители близлежащие Лыхнашта.
Значит, совместно с МВД, СКБ и прокуратурой проводится работа. Осмотр места происшествия уже проведен, и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Здесь надо учитывать несколько моментов и определить статус вообще Лыхнашта и насаждения, которые здесь вот стоят. И потом будет уже решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Этой кавказской липе более 150 лет. Центральная часть дерева давно истлела и держится оно большей частью на коре. Несмотря на это, липа обладает большой жизненной силой. Директор Института экологии Роман Дбар отметил, что есть небольшие шансы сохранить ее. Прорезал, значит, основную проводящие сосуды, которые питают дерево. То есть это вообще по своему воздействию фатальное воздействие на дерево. Но можно попробовать сохранить его. То есть сделать по кругу, значит, прививочное кольцо из отдельных черенков с почками, смазав затем это все садовым варом, закрыв черной полиэтиленовой пленкой, таким образом, чтобы проводящие сосуды верхней и нижней части могли быть соединены друг с другом, и пока не началось активного сокодвижения, воспользоваться этой ситуацией и попробовать сохранить дерево. Даже при незначительных шансах такого действия им обязательно нужно воспользоваться. По словам Романа Дбар, это не просто акт вандализма. Он расценивает данное действие как теракт, направленный на подрыв духовных ценностей нашего народа. Произошедшее событие нельзя трактовать как обычный акт вандализма. По своей сути это теракт. Теракт, направленный против символов, которые дороги каждому абхазу. И я думаю, что в Абхазии нет ни одного человека, который сегодня не отреагировал бы болезненно на эту новость. И те, кто планировали и совершили этот террористический акт, они целенаправленно выполнили это, потому что знали, что это окажет именно такое воздействие. Для жителей Абхазии Лыхнинская липа стала символом духа и стойкости народа. На Лыхнинской поляне произрастают 3 таких дерева. Сама Лыхнашта – место, обладающее особой силой, так как здесь проходили всенародные исходы, на которых принимались судьбоносные решения. Одно из таких событий – знаменитое Лыхнинское восстание 1866 года. Почти через полвека – собрание представителей абхазского народа после начала Первой мировой войны. Здесь же сформировались подразделения, которые позже назовут знаменитой Абхазской сотней. Еще через полвека, в 1989 году, на Лыхнаште собрались более 36 тысяч человек, чтобы заявить о выходе Абхазии из состава Грузии и восстановлении ее в статусе союзной республики. На следующем историческом этапе, в октябре 1992 года, именно здесь было объявлено об образовании Всемирного Абхазо-Базинского конгресса, деятельность которого сыграла большую роль в годы Отечественной войны народа Абхазии. Шазина Ханагуа, Амра Зарандия, Адам Эрджения, Нарсоу Цулугия, Абхазское телевидение.